Любовь к природе у меня, наверное, с самого детства. То, что они помню, мне рассказывали родители. Мама говорила, что как только началась передача «В мире животных», тебе кроме этой передачи говорит, ничего не нужно было. Ты, говорит, даже кушать отказывался. Когда я подрос, тоже читал исключительно книги про животных. Осознанно в классе 8 понял, кем хочу стать, что хочу связать свою жизнь с изучением животного мира. И мама говорит, что ты заходишь домой и такой: мама, я знаю, кем я буду. И мама: кем? Зоологом. Я буду животных изучать. Ну, она посмеялась, думала, что это так, детские мечты. В марте 2012 года я осуществил, можно сказать, свою мечту. Я устроился работать научным сотрудником в Северо-Остинский государственный природный заповедник. В республике нас всего 2 зоолога. Это я и мой коллега Павел Вемберг, именно полевых зоологов. Но я не встречал еще людей, которые хотят пойти работать в заповедник. Скорее всего, это связано, может, с низкой зарплатой, может, это связано с нежеланием ходить, бродить по лесам. Я не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Работать в заповеднике никто не хочет. В основном выпускники нашего факультета устраиваются учителями биологии. Перспективы не то чтобы большие, огромные. Нужно пока что работать, как сказать, на себя, на свое имя. А дальше имя будет работать на тебя. По опыту своего коллеги, могу это говорить, он востребован чуть ли не во всем мире. К нему поступают приглашения с Армении, с Грузии, с Азербайджана. Он бывал в Германии, в Италии. Не работа, а мечта, можно сказать. Главное вот сейчас наработать на свое имя, чтобы тебя узнавали в научных кругах. Пока что меня узнают в научных кругах такие свои близкие коллеги. В основном узнают по работе в Центре реабилитации диких животных. Ну, что можно сказать о Зауре? Он хорошо рюкзак носит. Вот если бы не он, мне сейчас было бы трудно работать. Нет, серьезно. Зоологи характерны тем, что они держат что-то все время дома. Каких-то домашних животных или диких у себя дома. Заур в этом плане как раз такой типичный зоолог. Ему интересно собирать материал. Вот ходить в поле, держать зверей, вот фотоловушки, что-то там наблюдать. А вот обработать этот материал и написать по этому материалу что-то, вот это у него недостаточно развито, вот это желание. Главное, чтобы у человека был интерес работать в дикой природе. Вот это у Заура есть, безусловно. И это качество очень редкое, потому что представьте себе, что я работаю в заповеднике, страшно сказать, 45 лет. За это время Заур – второй местный парень, который к нам пришел на работу в научный отдел. На территории заказника и заповедника около 57 фотоловушек. И периодически ходим, проверяем их, меняем флешки, батарейки. И начинается самое сложное – это сидеть и обрабатывать материалы. Тут у нас в этом месте стоит 3 камеры. Там часто попадаются олени, медведи. И у нас получилось снять. Есть хорошие кадры рыси, есть хорошие кадры тура. И также мы об этом не знали. На это место часто приходят олени именно во время брачного периода. Есть фотографии ревущих оленей. Там такие большие самцы, прям глаз не оторвать от них. Идет дальнейшая обработка. В мае этого года нам удалось запечатлеть брачные игры медведей. Вроде бы что такое, но они начались у них на целый месяц раньше. В природе это вживую увидеть это очень сложно. И вот благодаря фотоловушкам нам удалось заснять, можно сказать, свадьбу медведей. В заповеднике я принимал участие во всех комбинированных учетах животных. Это бывает учет зубра, это учет серна, учет тура и зимний маршрутный учет по следам. Ну, получается, мы наблюдаем, изучаем весь животный мир, который обитает на территории заповедника и заказника. Помимо этого, мы включены
в мониторинговую группу по изучению леопардов. Ведется программа сейчас по возвращению леопарда на Кавказ, которых первый раз выпустили в 2018 году. Я благодарен тому, что меня включили в эту программу мониторинговую, в эту группу, потому что я получил колоссальный опыт. Мы едем сейчас в место, где всю зиму просидела самка леопарда, которых выпустили в позапрошлом году по кличке Волна. Она там просидела всю зиму, очень удачно охотилась на серну. Вот собираются в конце августа выпустить снова 3. Ну, там, как они сдадут тесты, экзамены. Там должен быть тест на реакцию на человека, тест охоты, социальные какие-то тесты. Там не все так просто. Леопард у нас в республике тоже обитал. Он обитал у нас давно. Он был обычным зверем у нас в горах. Но опять же, по вине человека его тут не стало. Он стоит во главе пищевой пирамиды. Это у нас самый главный будет хищник. Он будет также контролировать численность других хищников, от которых вреда на сегодняшний день больше, чем от того же самого леопарда. Это шакалы, это волки, это лисы, которые являются переносчиками заболеваний, которые вредят сельскому хозяйству, они нападают на скот. Что за леопардами за время выпуска и за время наблюдений замечено не было. Программа продолжается, и в скором времени собираются выпустить еще 2 леопардов. А это значит, ЗАОР снова будет в деле, видеть, наблюдать, изучать повадки новых леопардов. Это очень-очень-очень меня вдохновляет и очень меня радует, что у меня есть такой опыт. Ну, сейчас я вот как раз с работы буду выезжать и заеду к вам. Все хорошо, да. Давай, пока. Сейчас мы поедем к пасечникам, знакомым. Они попросили помочь им установить фотоловушку у себя на территории. И, кстати, это те пасечники, с которых началась история о создании Центра реабилитации диких животных «Гришка». Именно они подобрали хорька, с которого началась вся эта история. Хорька, помните? Да, маленькая. Да. Я так понял, кто-то подкинул вам его, да? Ну да. Да, и вот они мне позвонили, я приехал, осмотрел и забрал его. И с тех пор целая операция. Я же дома создал целый центр реабилитации диких животных. Я его назвал в честь этого хорька. Да, ну, какой ты молодец. Ну ты же можешь забрать его и настроить. Ну все, в чем проблема? Я был прям на месте тут. Сейчас возьмем зонт, кашку и будем готовить вкусняшки для голубя. Это для голубя, для одной из сов шею нарубим куриную, для другой там еще должен быть вроде в коробке зоофобуса. Насекомоядные птицы бывают самые проблематичные. А голубя сейчас мы даже минуту не задержимся, голубя быстро кормить. Сейчас он пока что в таком возрасте, когда их родители кормят. А голубь одна из тех птиц, у которых якобы есть птичье молоко, вот выражение. Вот. Есть оно у голубей и у пингвинов. И вот мы делаем такой заменитель птичьего молока, можно сказать. Этого голубя где-то неделю назад на дороге подобрала женщина, привезла его в центр. Птенец еще, к моему сожалению, питается пока вот голодный, кушать хочет. Питается пока что вот этой смесью. Ел бы уже зерно, вообще никаких проблем не было.
Здравствуйте. 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 Можно? А, это голубь, я думал, это птица, да. Нет, голубь. Вот у меня есть стрижа, нам должны привезти. Еще тоже стрижа? Да. Да, ну вот. Ой, тихо-тихо. Ну, он сейчас чуть-чуть активнее стал, слава богу. Социальные птицы, вот тот птенец еще не есть зерно. И вот глядя на эту птицу, вполне возможно, что он начнет клевать. Спасибо огромное вам за вашу доброту. В общем, буду ждать, Не за как что, только он оклемается. Я сообщу. Спасибо. Заур, мы очень рады, что познакомились с вами и передаем нашего питомца в чуткие ваши руки. Здоровья вам, всех благ. Спасибо вам большое. На благо нашей республики, нашей природы. Спасибо. Ну, я думаю, где-то через недельку его уже можно будет выпускать. Акклиматизируется немного. Ну, чаще всего переносят птиц, либо птенцов, которые выпали из гнезд, либо птиц, у которых сломаны крылья. Те, кто может на меня выйти, они на меня выходят. Я кого-то консультирую, кто-то привозит сюда. Птицу эту я забираю, я слежу, выхаживаю. Но многие оставляют их у себя дома. И не знаю, допустим, чем кормить, начинают кормить чем угодно, и впоследствии птица умирает. Ошибочно многие думают, что я ветеринар, и я занимаюсь лечением птиц. Цель центра столько не лечение, сколько подготовка к жизни на воле. У нас есть домовый сыч и вот сплюшка. Привезли ее со старым переломом ноги. Да, жить в природе она не сможет, так как нога уже нормально не функционирует и не сможет охотиться. И придется ей проводить остатки жизни, а живут они долго в центре, иди сюда. Все никак не привыкнут к ней. Вот, видите, вот эта нога у нее была сломана. Руку скушаешь? Ты же хрупишь, я знаю. Если брать в среднем, то около 250-300 рублей в день обходится содержание одного стрижа. А у меня их меньше 3-4 никогда не бывает. И было решено попробовать этот опыт. Первый самому попытаться разводить тех же сверчков, тех же зоофобуса, тараканов. Вроде бы все от тараканов в домах избавляются, а я их развожу. Я не так часто прошу помощи, потому что я считаю так, что если я взялся за это дело, то я не должен заниматься этим делом, рассчитывая на других. Но бывают моменты, когда я больше не справляюсь финансово. И тогда люди, дай Бог им всем здоровья, большое им спасибо. В принципе, весь этот центр на сегодняшний день, что сделано, это все сделано благодаря людям. Кстати, вот эту морозильную камеру тоже была приобретена благодаря, можно сказать, пожертвованиям неравнодушных людей. Вот отсюда достанем шею курицы, тут запасы куриной головы, ножки, хребты, рыба, для сов, барсук их кушал. Эту сову мне привезла девочки буквально со слезами на глазах, просила ее забрать. Она ее подобрала вот после последних сильных ливней, ветра. Мы, говорит, ее нашли на дороге. И содержание диких зверей в неволе, если она способна выжить в дикой природе, там ей место. Вот, в принципе, вольеры центра. Тут 3 вольера. Строил я их сам. Там мне помогали друзья. Нет условий, но несмотря на это, я не собираюсь отказываться от того дела, что начал. Буду продолжать, делать все, что в моих силах. Да и куда сейчас уже отступать, когда многие люди меня знают. Многие люди обо мне слышали. Мне рассказывала знакомая история, что шла по улице, парень подобрал совенка и
разговаривал возле какого-то киоска, вот, не знаю, говорит, куда деть его, и мимо проходящий мужчина ему. В Санебе есть, говорит, некий зубровед, ему его вези, ему. Вот так, говорит. Я, говорит, удивился, что тебе уже люди на улицах простые знают. Будем и дальше работать. И 8 лет я работаю в заповеднике. И получается, если так посчитать, в неделю раз мы точно выходим в природу. Проходим по маршруту. Бывают встречи с животными. Я бываю этим встречам рад. Хоть это бывают и хищники. Ну, помимо тех же безобидных зубров, оленей, косуль, бывают хищники, это бывают медведи. Самый крупный хищник у нас. Была встреча, помню, самая первая встреча с медведем, после которой я 2 месяца в лес не ходил. Я настолько сильно перепугался. Но это была очень близкая встреча, буквально он был от нас метров 15. И он сначала не мог понять, кто это его беспокоит, начал ходить кругами. И когда понял, что это люди, он так громко рявкнул, он испугался нас, а мы испугались его. И вот меня минут 10 потом трясло, я не мог в себя прийти. У меня коллега смеется, она говорит, чего ты испугался? Я говорю, ну как чего, вот тут вот, подумаешь, Мишка был рядом. Но потом, как я говорил, я в лес не ходил, после этого я страх переборол, и я встречал сразу 4 медведей во время брачного периода, медведиц с медвежатами, по одному, по группы медведей встречал. Оружие я с собой не ношу, потому что я считаю, главное вести себя правильно в лесу. Если ты встречаешь медведицу с медвежатами, то ты должен понимать, что лезть на рожон не стоит. Что если она решит защитить своих медвежат, она решит это сделать, то даже если у тебя будет оружие, оно тебе мало чем поможет. Этот медведь в ярости, медведь защищая свое потомство, это страшно, можно сказать, оружие. И поэтому, ну зачем? Ну, я не беру его, хоть многие меня ругают, многие меня осуждают, что раз на раз не приходится, один раз тебе повезло, на следующий раз тебе может не повезти. Ну вот в последнее время я начал с собой носить просто фальшфейеры, такие дымовые какие-то шашки, которые в случае чего можно будет отпугнуть медведя. И то я пока что ими не пользовался, но надеюсь, я не буду пользоваться. Не имеет значения, какое животное ты встретил. Будь то хищник, будь то травян. Допустим, тот же зубр. Самец может весить по тонну. Если самцы будут в группе с самками, с детенышами, ты их встречаешь, то правильно будет не мешать им, не подходить близко, отойти держаться на расстоянии. Если на тебя побежит зверь весом в тонну и просто легонько тебя даже не боднет, а толкнет, то я думаю, ты пострадаешь и получишь хотя бы шишек, но получишь. И опять же, в лесу, чтобы ты встретил хищника, тебе должно очень сильно повезти, так как у хищника намного лучше нюх, намного лучше зрение, слух. О твоем приближении, о твоем присутствии он будет знать задолго до того, как ты его увидишь. Но если все же тебе посчастливилось, ну, в моем случае посчастливилось его встретить, то нужно оценить ситуацию. Если есть малыши, то сразу отойти в сторонку, не мешать, не лезть. Если малышей нету, то можно рискнуть, постоять, поснимать его. Но опять же, слишком близко не подходить. Но это в моем случае. Мне нужно, чтобы зверь о моем присутствии узнал, чем позже, тем лучше. Если же это обычный какой-нибудь турист, грибник, то им нужно в первую очередь как можно громче разговаривать, как петь, ходить в компании. И тогда хищник сам развернется и уйдет. Для них мы такие же хищники, мы такие же, можно сказать, убийцы. Они нас боятся, наверное, даже больше, чем мы их. И ни один зверь просто так в драку лезть не будет. Вот это одна из 57 ловушек, которые у нас установлены на территории заповедника и заказника. Данное место было выбрано почему? Тут хорошо видна звериная тропа, которая подходит к водопою. Снимались тут отлично зубры, стадо зубров сюда приходило. Тут часто бывают медведи, барсуки, олени, косуль. В принципе,
Все те животные, которые характерны для наших лесов, попадаются на эту фотоловушку. При установке фотоловушек нужно, бывает, учитывать, чтобы перед ней не было посторонних предметов, каких-нибудь торчащих веток, травинок, так как они срабатывают на движение, и начинаешь смотреть, а там она снимает эту одну колышущуюся травинку или веточку. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся при установке фотоловушек, это их сохранность. Их очень часто воруют браконьеры. Несмотря на то, что мы стараемся их хорошо замаскировать, поэтому мы иногда жертвуем местами, где получились бы отличные кадры, только потому, что они очень заметные и проходимые, и их там можно легко заметить. Но все равно в год мы теряем от 5 до 6 фотоловушек. Да, я в какой-то степени к животным отношусь лучше, чем к людям. Вот я столько знаю просто о взаимоотношениях животных с друг другом, о их жизни. И мне есть, например, сравнивать, да, тем же какие-то материнские отношения любого зверя. Видно, как он ухаживает за ним, как он присматривает, как он защищает. И ни для кого не секрет, что есть люди, которые напросто от своих детей отказываются. Ну, конечно, я буду больше любить зверей, чем людей. Бездельники. Ошар кудырвиту. А? Олар соскучишь вот так же. Салон? О, хига бахдару. Ну, сентябрь ждет опять пришлось. Да? Давай, вот осторожно. Пандагу марат. В каждом человеке любовь к природе должна быть заложена. Я считаю, что с детства. С самого детства нужно объяснять детям, что нельзя загрязнять природу, что нельзя мусорить, нельзя бежать тех же зверушек. Если ты сегодня нагадишь, сегодня ты намусоришь, сегодня ты обидишь или уничтожишь какого-нибудь вида животного, если не завтра, то послезавтра это обязательно аукнется, и все к тебе вернется бумерангом. Человечество не умеет жить в гармонии с дикой природой, не умеет вовремя, что ли, остановиться, она не знает чувства сытости, ей все мало. Я не понимаю, вот зачем на сегодняшний день охотиться. Никто с голоду не погибает в наше время. Вот это бесконтрольное загрязнение природы, вот уничтожение животного мира. Вот. Идеальный мир для меня, вот если всего этого не было бы, любить, нужно природу, ценить ее. Это я сейчас встретил своих учеников. Я параллельно заповеднику работаю еще в Верхней Санибанской средней образовательной школе, преподаю биологию. Детям очень нравится мой предмет. Я не хвастаюсь, конечно, но я сторонник того, чтобы было в образовании больше практики. Поэтому мы стараемся проводить практические работы, чтобы дети все видели вживую, могли прикоснуться, увидеть это все. А со старшеклассниками, с разрешения родителей, мы нет-нет выходим в природу, проходим по лесу, я им показываю следы животных, следы жизнедеятельности. Один раз нам повезло, и с учениками 9 класса мы даже встретили вживую медведя. Для них это было море эмоций, для меня самого тоже. Не каждый выход встретишь медведя, но они остались в восторге. С тех пор, потом еще следующие начали меня просить, можно, мы выходили, но так уже остальным не везло. Встречали только следы, а вживую только вот тогда была одна встреча. Уроки я веду с 5 по 11 класс, и с самого первого урока, вот, в 5 классе, я всем пытаюсь внушить, внедрить, как рассказать, любовь к природе. Вот сейчас тоже они якобы нашли змею, к сожалению, мы не успели ее застать там, и они ее не убили. Хотя вроде все думают, что змеи опасны, змей нужно убивать. Но нет, я всем говорю, что каждое живое существо заслуживает того, чтобы жило в своих естественных условиях. Вот,
дети у меня, я их всех очень сильно люблю, они все у меня молодцы, все стараются и все понимают, что с природой нужно жить в гармонии. Без этого никуда. Вот, это одна из 5 нор Барсучьего городка, который тут расположен. 4 норы за поворотом. Ну, тут видно, что нора уже не жилая, иначе тут бы барсуки чистили после зимней спячки. Весь мусор бы был выгребен наружу, тут бы были видны четко следы. То, что она не жилая, это, скорее всего, вина браконьеров. Так как буквально еще в прошлом году тут у меня стояла фотоловушка, и мне удалось снять 7 барсуков. Даже удалось посчастливилось снять их спаривания. У меня были большие планы, что я смогу следить за жизнедеятельностью целого семейства барсуков, но, к сожалению, планом было суждено осуществиться по вине браконьера. Ну, будем надеяться, что следующие норы у нас жилые. А это нора тоже из Барсучьего городка, к сожалению, уже не жилая. И придется снять фотоловушку. Она свое отслужила. Сняла довольно-таки классные кадры. Тут был снят медведь, куница, лесная кошка. И мы снимем, отнесем, установим в другом месте. И надеемся, там же она сделает нам такие же замечательные, чудесные кадры. Наиболее счастливым я себя чувствую, когда, например, ты идешь к тех же фотоловушкам, по работе идешь по лесу, и ты встречаешь любое дикое животное. И если с ним еще есть малыши, тебе вживую удается это увидеть, ведь не каждому удастся увидеть того же зубра с теленком, тех же медведей с медведем, только в зоопарках. А зоопарки это совсем не то. Тогда я понимаю, что я правильно выбрал род своей деятельности, я правильно выбрал свою работу. Бываю счастлив, когда после тяжелого маршрута ты приносишь данные с фотоловушек, сидишь, листаешь фотографии, и после, допустим, 2-3 тысяч фотографий травинки наконец-таки приходит семья медведей с медвежатами, либо рысь с рысенком. Вот тогда тоже вот прям на душе становится тепло, спокойно, и ты знаешь, вот не зря я протопал эти 20 с лишним километров. Я не вижу себя ни в какой другой профессии. Заповедник – это то, чем я живу, то, что делает меня счастливым.